После смены власти в Кыргызстане первое, о чем заговорили, о назревшей конституционной реформе. Основная причина в том, что после перехода Кыргызской республики к парламентской форме правления страна так по большому счету и не поняла, что это такое. Непонятна была зона ответственности в высших эшелонах власти. Эксперты уверены, что наступает время внести ясность и четко прописать в основном законе страны все роли и обязанности для того, чтобы в дальнейшем избежать ошибок прошлого и начать выстраивать стабильную политическую структуру власти. Думаю, предлагаемая Конституция будет отличаться от предыдущей в лучшую сторону. За всю историю независимости в Кыргызстане было много реформ по изменению основного закона. Предлагаемая сегодня Конституция усилит роль президента, но при этом и ответственность тоже будет огромная. Лично мое мнение, нам нужна смешанная форма правления. Основными новшествами в проекте новой редакции Конституции предлагается введение Института народного Курултая, переформатирование институтов президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу правительства, уточнение Института парламента по численному составу и другие новые моменты. Если брать в целом, то изменение Конституции – это требование времени. Нужно было внесение изменений и дополнений. Я считаю, что это правильное решение. Ну а насчет вынесенной на общественное обсуждение редакции Конституции, то в нем говорится, что усиливается роль президента. Как показала практика в прошедших парламентских выборах, со стороны общественности говорилось о необходимости роли президента, так как парламентская форма правления не оправдала себя. И что у них нет никакой ответственности. У нас в стране по действующей Конституции де-факто президентская форма правления, де-юре парламентская. И исходя из всего этого, можно сказать, что ответственности за какие-либо решения никто не брал. Президенты ссылались на то, что у них по закону нет полномочий. Теперь, если пройдет референдум, народ будет знать, у кого требовать. В предлагаемом проекте по своему содержанию Курултай становится высшим совещательным, консультативным и координирующим органом. Его статус остается непонятным. Еще согласно статье 56 проекта новой Конституции, президент является главой государства и возглавляет исполнительную власть. Далее в статье 60 прописано, что президент назначает главу правительства, членов правительства с согласия Жогорку Кеңеша. То есть исполнительная власть вновь создается двуглавой – президент и премьер-министр. Возникает вопрос, каким образом лицо, возглавляющее исполнительную власть, но не являющееся главой правительства, будет ответственным за экономику в стране. Думаю, вместо этого нужно открывать институт вице-президента. Важно обсудить текст в стенах парламента с экспертами, специалистами, юристами и правоведами, и только потом говорить окончательный проект основного закона страны. В Кыргызстане парламентаризма никогда не было. Была сильная вертикаль президентской власти, а Жогорку Кеңеш исполнял функции нотариуса. Соответственно, говорить о том, что мы жили в парламентской стране, не приходится, отмечают специалисты. Эмне үчүн биз парламенттик башкарууну себеби башынан көрү элекпиз биз. Дайым эле супер президент. У нас сейчас президентская форма правления, и до этого было. Как показывает практика, 2 президента сбежали, 3 переворота произошли. Бесспорно, нам нужна парламентская форма правления, потому что мы полностью не ощутили на себе парламентское правление. Видим только суперпрезидентскую. А парламентское правление – это в первую очередь коллективное правление, корпоративная культура, совещательное правление. И почему-то мы боимся слова «партия», но партия – это прежде всего команда. Парламентская форма правления – это самая оптимальная, эффективная, гуманная, демократическая и соответствует культуре, ценностям кыргызского народа. Некоторые неравнодушные граждане выразили мнение по поводу изменения Конституции, что это требование времени. Другие не совсем понимают, для чего это делать прямо сейчас. Но предпосылки к изменениям все-таки назрели. Наша съемочная группа решила послушать мнение простых граждан на предлагаемые изменения в главном документе страны. парламенттик болгондо эч ким деле иштеген жокко дейм да. Менин оюм боюнча, жеке оюм. Ой, я даже не знаю, честно. Мы и ту видели, не знаю, какая именно подойдет к нам. Нам, наверное, надо какая-нибудь смешанная, что ли, чтобы друг друга контролировать. Президент или парламенттик керек. Акырын. Я көпчүлүктө көпчүлүк чечет.
Отметим, в мировой практике конституционные изменения и поправки бывают двух типов – корректирующие и уточняющие. Корректирующая поправка к Конституции – это поправка, сделанная для лучшего достижения целей существующей Конституции. Иными словами, это устранение ошибок. Уточняющая поправка продолжает проект Конституции в соответствии с текущим дизайном, только уточняя отдельные нормы, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Халыс Сакибаев, Нью ТВ.